Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Продолжаем нашу летнюю серию наших передач. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам приехал сегодня гость из Египта, Мухаммед Али. Мухаммед, приветствую. Здравствуйте, Мухаммед. Да, познакомьтесь, это мой соведущий Семен. Спасибо, что ты пришел. Да, отзвался на наше приглашение. И так как у нас все-таки кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пришел, что будем делать? Готовить еду. Да. Вкусную еду. Простую и вкусную, да. Это что, какое блюдо? Я смотрю, ты уже плитка, да, разогреваешь что-то там готовится. Да, это цветная капуста. Угу. Это, можно сказать, что-то египетское. Египетское? Да. Ну то есть это как бы какое-то национальное блюдо, да? Да, какое-то национальное. Я хотел что-то другое приготовить, но здесь в Якутии, продуктов не хватает, конечно. Именно что-то египетское, да? Да. А что самый продукт из Египта? Ну, это национальное блюдо самое распространенное какое? Знаменитое, может быть. Там суп, можно сказать, молохия. Молохия, повторить. Молохия. Да, это, суп. Ну, здесь не найдешь, конечно. Ну то есть ингредиентами сложно, да? Да, ингредиенты. Не так, значит, хорошо, сегодня, значит, не молохия, а сегодня что? Цветная капуста. Угу. На арабском можно сказать карнабит. Карнабит. Да. Карнабит. Так. Карнабит. Ага. Ну, ты вообще это готовил? Да, в общаге я готовлю все такие вещи. Да? Как долго это происходит? За время передачи мы успеем это все сделать? 45 минут? Вроде да. Вроде должны, да? Да. Ну, то есть уже что-то кипит уже? Да, мы предварительно. Да. Предварительно воду. Это вроде за 10 минут варится. Должно уже 10 Да. минут вариться. Да, нормально. А потом что-то, я смотрю, яйца есть, какие-то ингредиенты, да? Помидоры. Мука, да. Вот, молоко. Просто все примешиваем. И когда цветная капуста уже готова, тоже добавляем. Ну, это получается какое-то жаркое, да? Да. Жаркое? Либо Да, жаримся, конечно, на масло. Ну, сковородки, да? Да. Поэтому сковородка приготовлена. Тогда мы как приступаем? Сначала что нужно сделать? Это мы режем, возьмем. Сначала мука. Мука, так. Смотрим. Ой, аккуратно, там это дырочка, по-моему, в упаковке. Ничего, тряпочкой у нас есть. Так, и помидоры, я смотрю, Семен пошел нарезать. Потом еще можно яйца. Так, это мы вот режем вот так, да? Ага, да, можно. Вот так, да? Да. Держи ножиком. Можно. Ну, то есть какое-то тесто готовится, видимо, да? Да. Хорошо. Слушай, у нас всегда есть традиционный вопрос, который всегда с гостям задается. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну, то есть, как ты здесь вообще оказался? Это же редкость большая. Ну, то есть, я знаю, Египет — это такая дружественная страна, куда очень много россиян ездит именно отдыхать, да? Хорошими курортами, да, у нас слишком много туристов из России. Я из детства привык на россиян. Конечно. Ага. Можно сказать, что меня ты Мухаммед. Ага. Меня ты Мухаммед. Ты даже вижу. И мин студим мин из Уфу. Из Уфу. Ага. Я тоже СФУ заканчивал, когда Ягуда была. Ага. И мин сюрбе и ке состав вина, да. Вообще красавчик. И можно ложка хотя бы. Не. Ложка? Не. Вот. Вилка? Вилка, да. У тебя склонность к языкам прямо. У меня основной язык, родной язык, арабский язык. Да. Второй это английский. Третий сейчас русский язык. И, конечно, я учился французский язык в школе. Школа? Да. А английский второй язык говоришь, то есть это он относится к тем языкам, которые обязательны к изучению, да? Конечно. В Египте? Да, это обязательно. Ну, ты школу же, получается, в Египте закончил? Да. И с детства привык к россиянам, и, видимо, это же, может, и не любовь, но некая симпатия, раз уж ты решил сюда приехать. Да. Правда.
Ну, и как ты решился? Как это еще происходило? Короче, я хотел медицину, в медицину поступить. Это вот так мы делаем, да? И Ага. вот это шинкуем, да? Ага, да, можно. Мелко, да? Да, вот так же. Ага, Медицинский. да. Мгм. У меня, короче, моя мечта была, чтобы поехать в Россию с детства. А, мечта? Да, да. А, ну вот, и это значит же неспроста же так. Да, Типа, да. ты школу закончил и такой, я поехал в Россию, да? А, Это значит, мечта не, была. не, не. Ага. Я, как я сказал, я привык на туристы. Там у нас я из города Александрия. Ага. У нас, короче, Белое море. А в Египте есть Красное и Белое море. Красное море, где типа Шарм-эль-Шейх, да, там, Хургада. Я Хургада. там и там был, ага. Ага, вот. Там слишком много туристов тоже из России. А в моем городе, там Александрия, тоже море есть. Слишком много туристов. На них я привык, они такие общительные, добрые, ну, приятные люди, короче. Мгм. Я сказал, почему бы нет, я хотел именно в Россию, а не в Европе. Потому что, ну, простые. Более, да. И у меня, короче, баллов не хватало, чтобы поступить еще в Египте на медицину. Мгм. А то у меня это большой выбор, чтобы поехать в Россию Мгм. и учиться. И я посмотрел на YouTube, какой-то типа студент здесь учился из Фуфу. И у него канал на YouTube. Он показал типа города, показал типа стук городок. Показали этот новый общаги. Якутск именно, да. Ну у нас как раз, да, новые общаги, Да, всё да, такое, да. да. И А ты когда, там- 3 года назад, да, получается? 4? Да, я приехал в 2018 году, в конце ноября, когда уже холодно стало. Ну. И, Почему смеешься? Потому что в Египте такого нету, я знаю точно. конечно, у нас, когда плюс 10 или плюс 15, мы скажем, вообще это холодно. Я знаю, да, в пуховиках ходят же вечером Да, даже да, на да. море, но... А так что я приехал на минус, наверное, 40 было, или какой-то, да. А как будто я в морозильник уже зашел. Что это такое? но- Да. Первый раз в жизни вижу снег. Увидел. Да, Ага. вообще-то. Так. И, конечно, интересно. Новый, типа, вообще русский язык я не знал. Только привет из Ютуба. Да ладно. Да. А как ты планировал учиться? Ну, то есть тут же преподавание все равно по-русски идет? Ну, у нас в первом году в ДОП, типа, подготовительный первый курс. Ну, то Да, есть как бы мы с русский язык углублением. учимся. Чисто, да. Да. Ну все. Я за 5 либо 6 месяцев учился русский язык. Я, короче, поздно приехали здесь в Россию, они как мои друзья. Они в сентябре приехали, уже начали. Начало учебного года, да, Да, а ты опоздал. Да, я начался в декабре. Вообще учеба началась в декабре. Да, И до это весны учил и русский, получается, да? Да, Ну, они... слушай, я интервью читал в интернете, да, твое, знаменитое, между прочим, да? Да. Ты же там же вообще, это приключенческая история была о том, как ты вообще в Россию добирался 3 дня. Расскажи, пожалуйста, немножко это. Это, наверное, это просто, наверное, шок-контент. Я бы такого, наверное, не выдержал. но- Это грустная история, можно сказать. Да. И сейчас и смешно, но в то время было очень грустно. Да. Сюда? Ага, да. Как дурной сон, да? Да, да. Ну, сейчас ты не хочешь об этом вспоминать? Или... Зелень тоже сюда, да? Ну, вот это, Но это же какой-то Да. опыт. всё. Да, да, можно. Все вместе перемещаем. Хорошо. Ага, дальше. Короче, я взял 3 самолета, чтобы здесь приехать. Да, ну пересадка. Сначала Да. из Египта в Россию, наверное, потом с России. еще Да, через- из Каира до Москвы, потом из Москвы до Новосибирск, и из Новосибирск до Якутск. Мгм. Конечно, я все эти билеты я купил из Египта. Онлайн, да. Да. Не, я там офис есть, там Ага. я пошел, купил и так далее. А там транзит есть. Типа, транзит. Я не знаю, что это такое. Транзит, это что такое? Первый раз на самолете я не... Даже так? Да, это первый раз. Потом у меня, короче, моя мама со мной была. И первый билет мы купили и сказали, что транзит типа 5 часов. Потом моя мама сказала, что так много, ты где будешь сидеть и так далее.
А на самом деле 5 часов это очень мало. Но мама думала, что... А мы думали, короче, что это так очень долго, я где буду сидеть. Да, где 5 часов, да, Да. проголодаешься. всё, да. Потом поменяли билет. Сейчас транзит на 2 часа. Чтобы раз выйти и сразу тут. Ага. да. А когда, короче, приехал в Москве, оказывается, 2 часа это вообще не хватает. Хватит, не хватает. Вообще там я не знаю, Домодедово до другой аэропорт. Короче, Внуково. надо поезд еще Ага. принять. И... Аэроэкспресс и все такое. Да много чего, я не знаю ничего. Я там людей не понимаю, они меня не понимают. Очень мало, которых на английском разговаривают. Не знаешь, к кому обратиться даже, да. Куда смотреть там. Да, куда мне нужно идти, там еще миграционно надо получить по очередь. Да, таможню проходить. Я конечно. когда пошел, где-то второй самолет, короче, я им сказал, вот это мой билет, они сказали, уже опоздал, Он уже в тютю, да? уже все невозможно. Я сказал, а что мне надо делать сейчас, типа. Я хотел, типа, кто-нибудь помогать мне. Мгм. Они сказали, что мне надо новый билет купить. Ну да, тот билет уже пропал, да, невозвратный Да. билет, А наверное. если этот пропал уже, значит второй билет уже пропал тоже из, Тоже пропал. Ну потому что ты который опоздал. из Новосибирска. Новосибирска в Якутска. Ага. Сейчас 2 самолета я пропал. Ага. А этих я оплачивал, короче, в Египте $1000 за этих билеты. Ну недешево, да. Да, 60 в то время, 70 тысяч рублей в то время. Уже материал так просто, Ну, как будто ничего. ну. Миску. Месячку. Ага. Потом у меня денег в кармане типа для университета были. Я сказал, ну давай возьмем типа $200 или $150, меняем новый билет купить до Новосибирска. Мгм. Потом Ну, они всё равно сказали, надо что лететь. тебе надо ждать еще 1 день типа в Москве, в тот этот аэропорт. Мгм. А я 1 день полностью в аэропорт сижу, просто никого не знаю, грустный такой. Я не знаю, почему, что я здесь делаю, типа, почему я приехал сюда, я так сказал. Будь проклят тот день, когда я решил поехать. Да, Ну, условно, ага, так. да. Есть водички, да? Нет? Водичка? Да. Водичка есть, ага. Ну, вот можно... отсюда. Можно этот чисто, да? Да, это чистая вода, ага. Хорошо. Чуть-чуть пожиже, да? Да, да. Ага. Ну, в любом случае, ты через 3 дня добрался. День в Да, потом Москве. я вот 1 день в Москве Ага. сидел. Потом уже самолет, сказали, это время самолета уже надо Мгм. быстро идти и так далее. Я когда приехал в Новосибирск, сказали, что еще билет надо купить. Я им сказал, давайте меняйте, просто время прошлое билет. Они сказали, нет, невозможно. Там кто-то русский мне помогал, короче, с проводчик. Он позвонил, не знаю, кого-то в аэропорте. Авиакомпанию. Да, позвонил кто-то в Якутске здесь, чтобы типа, ему нужно помочь и так далее. Мгм. Потом все равно сказали, что надо этот купить. Я им сказал, ну ладно, давай купим. Они сказали, ну, следующий самолет, короче, через неделю. Экономно. Ага. И мне сказали, я как собака стал уже в аэропорте. Да-да-да. Вот как фильм этот был, помнишь, «Терминал» с Томом Хэнксом, который там в аэропорту жил уже? Да. И потом я Ты уже такой... мог жить за неделю. Лекарство для козья, да. Да-да-да. Ага. Ну, хорошо, что ты сейчас вспоминаешь это за смехом. Всегда же все эти... Потому что невероятная сила воли нужна в чужой стране, без знания языка. Есть Оказаться без денег, без самолета, непонятно Этих что. 3 дня я без кушать, без водички, без ничего. сознание не Я не терял? спал. Даже не спал. Да, 3 дня не спал, ничего не покушал. Думаю просто как... Лишь бы добраться Да, до общаги. да, Ага. Ну, ты знал же, что тебя ждут, уже тебе учеба уже, да? да. Ага, так. В конце концов добрался. И потом я решил это купить. Там хотели меня обманывать в аэропорте. Короче, я сказал, давай что-нибудь, типа, какой-то билет ближе. Она сказала, только бизнес есть. А, ну дорогой билет. Ага. Да, я сказал, ну,
ладно, давай купим. Она сказала, это через 2 дня. Я сказал, это не через неделю, хотя бы это нормально, более-менее. Ладно, я хотел менять долларов на рублях. Там пошел на офис, там закрыто. Потом пришел ко мне один типа таксист, мне сказал, ты что хочешь? Обмен, да. Да, обмен. Он мне сказал, давай $1 за 50 рублей. Я ему сказал, типа, я знаю, что в то время Курс 70, ага. курсы стоят типа 60-65 рублей, $1. А так он меня обманывает. Я обратно на этот офис, потом они позвонили кого-то в аэропорте, не знаю, потом они открыли этот другой офис, чтобы менять. Обменяли, ну. Да. Ну, как говорится, мир не без добрых людей. Кто-то помог, значит. И потом вот 2 дня сижу. Не спишь, не ешь, Не сплю не вообще. пьешь. У меня даже сим-карт нету. позвонить кому-то, ну, Да, российской, ну, вообще нету. Да, Wi-Fi нету, интернет нету. Моя семья уже переживали про меня. Ну, Типа, скорее всего, переживали, да. он должен быть. Человек улетел, пропал. Да, вообще. Ничего не знаю про него. И первый раз на самолете, короче. И потом пришел ко мне, типа, полицию. Нормально? Да, вроде нормально. Вот сюда вот вытаскиваю, да? Да. Так. Потом пришла полиция, говоришь, да? Да, пришел один, типа, с полиции, меня спрашивает, где твой паспорт. Потом уже я вспоминал какой-то фильм. У нас, типа, уже кто-то поехал в Европе и уже пропал, и пришел полиция, типа, где твой паспорт и так далее. Вот так со мной тоже. Я думал, он уже депортировал меня уже. So, больше я не в Россию. Потом, оказывается, СФУ отправила ему, чтобы уточнить, как у меня дела, что я делаю там. Ну, то есть искали, ну, то есть ждали же тебя, да? Да, да. Ну-ну-ну. Они спрашивали про меня. Потом я сижу все равно, вот, 2 дня не знаю, что надо делать. Вот. Решил, у меня 300-400 рублях. Я думал, это очень большая сумма, потому что 300, как вы знаете, вы были в Египте, 300 фунт или 400 фунт, это очень большая сумма у нас. Короче, я решил типа водички купить, хотя бы за 100 рублей, я сейчас умру. Ну, без воды, конечно. Потом, Третий день. да, там холодильник стоит, типа, бутылки водички, и я купил одну. И оказывается, это не водички, а газированная водички. А я так, у меня сердце болит, я уже 100 рублей уже потерял. Уже у тебя уже выживание началось, да? Да, уже все. Я... Так можно, что ли? Я теперь второй раз сказал, давай сок купим, а водички не попробуем больше. Не, ну действительно, вообще рассказываешь смешно. Ну, то есть, да, уровень подготовки, конечно, такой был. И вот за один сок 2 дня сидели. Потом приехали через 2 дня в Якутск. Вышли из аэропорта в Якутск, там минус 40, наверное. А я скажу, что я где нахожусь? Я как будто в морозильник зашел. Что это такое, типа? У меня такой халат, типа, куртка обычная вообще. Вообще холодно было. Ну, конечно, да. Да. Даже для якутов минус 40 это холодно. Ну, если ты соответствующе не одет, ну, можно же вообще там... Еще у меня обычный обувь, который... Кроссовки, короче. Да, очень обычный, который в Египте мы одеваем, это нормально, оказывается, здесь вообще не нормально. Я вышел из аэропорта, сразу упал на этот лед, короче. Поскользнулся. Да. У меня спина все, у меня...
И, конечно, больно, Ага. смешно. Смешно и больно. Больно и смешно, да. Да. Люди смеялись, но мне было больно. Ну, тебе не смешно было тогда, конечно. Да, сейчас смешно. В Э, то время... Я никогда не смеялся во время проведения передачи больше, чем... Извини, пожалуйста, но я не над тобой смеюсь, а просто над Да. ситуацией, Так. И в конце концов ты, наверное, сел на автобус, каким-то образом добрался. Ты и по-русски еще и не знаешь. Ничего не знаю. Телефона у тебя нету, интернета нету. А как ты вообще... Какой автобус надо сесть? Не, один друг, который на Ютубе был, он меня встретил. Ну слава богу. Ну, Да, хорошо, наконец-то что-нибудь. Да. Ага. Сели в машину и поехали. Да, на такси он заказал. Ага. Потом в общаге зашли. Мгм. Вот. Один плюс. Ну, тепло. Да, там тепло, типа, Накормили. наконец буду спать. Ага. И начали. Потом я пошел первый день в университет, чтобы уже начинаем учиться. М. А там, оказывается, они давно начали. Ну да, в сентябре, Я зашел- а ты уже в декабре. Да, только. я зашел на пару, и они типа уже разговаривают на русском. И там преподаватель, короче, она очень быстро разговаривает на русском. А я зашел, и что это такое? Я ничего не понимаю, ничего а не как я понимаю. буду учиться? Ага. Я через 2-3 недели начал уже цифры научился. И буквы, типа, некоторые слова, тебя привет, как дела, как тебя зовут, сколько тебе лет, такие вещи. И через месяц уже начал уже говорить и прочитать. И для мой учитель было очень хорошо. Типа, она сказала, ты как очень быстро развиваешься. Типа, Ну, склонность к языкам, значит, да. Вот я смотрю, ты же уже по-якутски даже говоришь. Некоторые Да. слова. Но, Все, чугеш. значит, склонность к языкам, Чугеш. да. Да. Только ты гуманитарий получается больше. Ну да. Вот, и через, после 5 месяцев, там пришла типа старший преподаватель по русскому языку. Мгм. И сказали, что скоро день рождения Пушкина. Пушкина? Да. Мгм. И она мне сказала, что ну, ты чуть похожа на Пушкина. Ну, так и есть. Да. И давай, там конкурс будет. Вы будете прочитать стихи для Пушкина. Ага. Давай. Пушкинский стих. Да, и там мне дали такие бумажки, чтобы прочитать. Я посмотрю. Так сложно вообще. Ага. Ну, то есть Не. еще и стихи надо учить, Конечно. да? С выражением читать, да. А какие стихи были, если не секрет? Помнишь сейчас? Да, конечно. Да? Я, А можешь прочитать? Я тоже на Якутия 24. Соль? Да, конечно, это соль, да. Это морская соль, ага. На Якутии 24? Да, Прямо ты читал на телевидении, да? да, ну после так ты этот конкурс, телезвезда? потому что я победил на этот конкурс. победил? Да, победил. Ага. Да, в тот день я Я видел победил. фотографии, да, ты прямо в цилиндре, там и так и вот. Да, в там антураже. русский театр. Да. Да. Как раз Это- имени Пушкина, ага. Это очень хороший день для меня. До сих пор изменил мою жизнь полностью. Мгм. Потому что меня зовут Мухаммед, а сейчас меня зовут Пушкина. Там Здесь? в тот городок, да, в медицинский институт тоже. Знают как Пушкина, да? Да. А тебе нормально это, то, что ну, как бы другое имя прикрепилось тебе? Для меня сейчас нормально, потому что здесь слишком много Мухаммеда. Ага. Кстати, Мухаммед Али, который более известный, чем ты, чуть-чуть, который боксер, он... Он очень известный, не Очень. более. Да. Ну, чуть-чуть известный более, чем ты, да. Но Мухаммед Али это имеет какое-то отношение к твоему имени или нет? Не. Не в честь боксера, да? Меня зовут Мухаммед Ахмед или Саид Али. А здесь в России они разделили мое имя, типа, ну, сказали, типа, покороче. фамилия, имя и так далее. Слишком длинное это, чтобы не Да, было. Ага. у меня длинное имя. М. Теперь еще соль можно, да? Что? Соль еще можно. Нормально уже. Так, ну, был Мухаммед, стал Пушкин. А что случилось, вот когда ты это прочитал? Ты говоришь, этот день изменил Я твою жизнь. стихотворение прочитал, я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная трава, вознесся высшим главою непокорной Александрийского столба.
Вот. Как раз. Да. Ага. Да, и сказали, что я хорошо прочитал за 5 месяцев только русский язык научиться, и уже прочитаю стихи для Пушкина, даже для русских это нелегко, сказали. И вечером тоже у нас КЦ, там для СФО, там театр. Такой. Да, культурный центр, да, Да, конечно. вот. Я вечером тоже был, но там Пушкин рассказал про его жену. Тем он сказал, я встретился с Натальей в декабре 1828 года, и когда я увидел в первый раз, у меня голова закружилась. Типа, я полюбил ее. Это милое, чистое, доброе создание. Душу ее я люблю больше красивого лица. Вот он, типа, такие вещи. Он романтик же любит. Это вот сюда добавляем? Да, да. Сюда? Да, да. А, или... Все полностью можно. А, полностью, да? Да. Полностью. Да, ну чуть-чуть объясни, пожалуйста, блюдо, да? Вот тесто замесили, добавили зелени, помидоров, Да, зелени, помидоров, еще Перец чили, перец чили для и остроты, мука, да? конечно. мука, немножко молока. Мгм. Это вот сюда добавляем. Укропчик, Да. да, порезанный, да? Да, да, да. И, Потом все перемешаем. ага, и Прям все, да? Да, да. это капуста же, да, у нас? Да, да. Цветная капуста, обычно покупная. Ну, получается, вот сегодняшний ингредиент, это можно, грубо говоря, реально выйти и купить в ближайшем магазине. Ну, Хорошо. так, получается такая субстанция. Потом просто перемешаем. А сейчас как у тебя проходит обучение? Ну вот, ты, Я видимо, уже видимо четвертый уже вот курс. 5 месяцев, да, уже, видимо, экзамен какой-то был, наверное, или что? После 5-6 месяцев. Ага. Да, да. Конечно, после подготовительного первого курса еще экзамен по русского языка, по математику, по биологию, по ихня, история Якутии, типа Ивенки, Кагири. А, да ты что? Да. История Якутии, да? Да, это все сдавали, у меня на русском отлично было. Балл. Типа Так. 90 что-то, я не помню. Не помню. Сейчас еще чуть-чуть молоко. Хорошо. И тебя приняли в ЗФУ, ну то есть на медицинский. Да. Где ты сейчас, да? И начали война. Война? Типа с учеба. А, война. Ну, как война по-российски. Да. Да. Грызть, мы Не-не-не. называем это гранит науки. Да, да. Ага. Ты, получается, сейчас студент 3-го курса. Я 4-й курс уже. А, уже 4-й курс? Да, А, первый закончил подготовительный? уже 3-й. Ага, 4-й курс уже. Мгм. Так, и закончишь, кем ты будешь? Я пока не решил. Это очень сложный вопрос для медиков. А, да? Да. Ага. Я 4-й курс, еще у меня 3 года, еще 2 ординатура. Ага. Так что я выбираю, где я очень хорошо, какой-то специалист, который я очень хорошо знаю, который там очень хорошо знания у меня. Они сейчас я не решил пока что. Пока еще не. Ну, то есть Да-да. специализации пока еще не решила. Ну, Да. видимо, еще рано, да? Да, да, конечно. Так, Понятно. Все, можем жарить, да? да, А потом все это туда, да, бах и или как? Вот так, да? да, 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 А это как оладушка получается? да. А, да ладно. Мы первый этих в первую очередь, когда уже готово, мы попробуем. Типа, если соль нужна, то добавляем. Добавим, да. А, ну, чтобы лишний раз не этого. Ну, можно досолить тогда, получается. Слушай, ну, ты кроме того, что учишься, ты же еще и работаешь, да, подрабатываешь где-то за учебу. чтобы Да, оплачивать все в прошлом году тоже работал, Бургер Хит работал, какой-то пекарня работал. В какой-то пекарне, я только не помню. В какой-то пекарне, да? Но это армянская, домашний, Ага. лаваш готовит и так Ага. далее. И там мне не понравилось, там меня обманули, короче. Ага, И типа Бургер Хит, да. И в этом году тоже работал в магазине, продавец. Еще сейчас, еще работу. Еще работать хочешь? Да, да. А, ну, красавчик, молодец. Ну, ты для своего возраста просто это
Я не знаю, что у меня в голове должно произойти для того, чтобы я резко поехал в другую страну, не зная вообще куда, не зная, что так холодно. Ну, то есть, какие люди. Ну, просто ты знал, что русские добрые люди, хорошие люди. Россию ты любишь, Пушкина любишь. И приехал в Россию. Да. Да? И, ну, я приехал в Россию, именно Якутию, а здесь еще более интересно. Здесь есть два культуры, типа русская культура и якутская культура, а не только русских. Мгм. Русских уже мы знаем, типа, в телевизоре и так далее, а Якутия, конечно, мы в Египте ничего не знаем про Якутию, типа. Ну, многие не знают, да. Да, Да во да. всем мире не знают. Я, допустим, если я тоже много где был, я говорю, я из Якутии, говорю, это где такое? Говоришь, я из Сибири, Сибири, тогда, да, более-менее еще знают, что Да, холодно да, и да. все прочее. Да, они ничего не знают, да. Теперь для меня это интересно, как, типа, разных людей, разных культур здесь. Еще у вас другой язык. Для меня тоже это иногда интересно, иногда это какой-то акцент, типа. Когда вы с друг друга разговариваете, типа, эй, здорово, типа, хайдахани, да? Да, хатаджан. И потом, мина учугейбин, да? Ага, ага. И такие, типа... Мне хотелось давно научиться якутский язык. У меня, конечно, сейчас почти слишком много знакомых. Ага. Да. Когда знакомлюсь, я скажу, типа, научи мне некоторые слова на якутском. Да. Кто-то научит меня, типа, здорово, типа, эгерде, типа, не знаю, мин ачиктатим, типа, мин айгин таптыбин. Хада. Часто это говоришь? Типа, если красивая девушка, типа, кирахибия, типа, Ага. да, вот, чукурушка. Да, действительно, так много давно не смеялись мы здесь. Сейчас мне это надо попробовать, да? Чуть-чуть, да? Да, Если что, чтобы соли добавить, ты говорил, ага. да. Ну, давай Я попробуем. думаю, хорошо там получилось. Нормально? Нормально. Нормально. То есть продолжаем говорить. Ну, ты рассказывай, да, вот все интересно. Да. У меня просто одна проблема. Я сейчас фотограф, Да, я вот знаю, что Да. ты и блогер, и фотограф, увлекаешься фотографией. да, и иногда попрошу сфотографировать людей. М. У меня страница на Инстаграм называется Ижи Якутск. Некоторых людей меня скажут, что еду Якутск, а они не знаю почему на русском читают. А Ижи это значит Египет. На английском Египет, Якутск. Типа Ижи Якутск. Я просто выбрал 3 буквы просто из Египта. Ижи Якутск. Там выкладываю типа все фотографии, иногда видео снимаю. Надеюсь, люди такие вещи понимают, потому что есть позитивные люди, конечно, есть хороших людей, а есть чуть-чуть агрессивных людей. Типа если я в парке гуляю и попросил кого-нибудь типа сфотографироваться, есть такие злые люди, а есть добрых людей. А просто вот сейчас, кто меня знает, и для тех, кто меня не знает, я просто чисто сфотографирую людей, чтобы выложить на мою страницу, чтобы показать людей у нас в Египте, свою народе, мои друзья, мои родители, Чтобы вы видели, да? да, что такое Якутия, что такое якутский язык, что такое якутская культура, какие люди здесь. Короче, багажу. Ну, мир Да. Якутия глазами египтянина, скажем. Да. так, Ну, такой блог, да, получается? Да, и с моими глазами все будет красиво. Да? Так что, Ты да. будешь делать все позитивно. Ну, то есть, получается, по твоими глазами больше позитивных, добрых людей все-таки больше здесь. Да, я покажу только добрых, красивых, чукурушки людей. Так? Я всегда, если нашел кто-то позитивный, хороший, общительный или общительная, Общительная, чукурук или чукурушка, чукурушки много, да.
Я сразу попрошу сфотографировать и выложить на мою страницу. Так что я негатив вообще не покажу на мою страницу. Никаких негативных ситуаций я покажу на мою страницу вообще. Просто иногда слишком много людей, типа россиян, которые живут в Санкт-Петербурге, которые живут в Самаре, иногда за границу, из Италии, типа мне пишут, типа, как там красиво, типа, на мои фотографии смотрят и скажут, типа, какой красивый город, типа, какой-то интересный, я хочу там ездить. Да, типа. побывать, приехать, да, Да. посмотреть. Вот я покажу, вот, типа, если есть красота, то я покажу. Да. Она есть. У нас И она, конечно, есть, да. у нас природа очень красивая всегда. Ну, так Да. считается. Это не мнение якутян, не мнение местных Да, жителей. если убрали комаров, А? Если брали. Но это, к сожалению, нельзя. Зато у нас рыба вкусная, потому что рыба питается комарами. Нормально. Да, за все надо Да. платить, как говорится. да. И здесь вот и так. Для нас, конечно, все интересно, потому что мои друзья меня иногда спрашивают, типа, а вы как там, как люди там живут? Типа, нам очень интересно. У Конечно. меня на минус 45 или 48 иногда, типа, у меня все ресницы, Вот типа, это белые, да, как да. белые, все у меня Они не понимают, белые. это что такое, типа, да? Они сказали, ты где находишься? Типа, Ага, ты это что что там делаешь? Как там живешь? Ага. Вообще-то очень странно, очень интересно. А там реально там люди нормально живут, что ли? Потому что там, там в Ютубе, там в сайтах или в Гугле, если зашел и написал Якутск, то ты видишь только дым или только просто Ну вот такие, что-то какое-то там, да, пожары. туман и так. Ага, туман, ну. Да, вообще люди скажут, типа, как. Еще известный блогер здесь был. В прошлом году, наверное, на зимой. Он за 5 минут, типа, или за 10 минут не смог даже ходить на улицу. Он сказал, как, типа, и даже я не могу снимать видео, типа, конечно, Потому что замерзает все. да, все камера, фотоаппараты замерзают за 5 минут. У меня телефон за 5 секунд. За 5 секунд. Да, теперь, ну, я покажу, что вот мы живем, люди тоже живут Ты уже говоришь нормально. мы. Молодец. Я Мин Сахабин стал уже, да. Я считаю себя сейчас, ну, как якутов, типа. Даже если кто-то плохо разговаривает про якутов, то я, как будто я защитник. Защищаешь, да? Слушай, как вот ты же еще маленький, скажем так, да? Ну ты студент, да? Все равно для своих родителей это все равно сын, да? Как родители, ну и вообще как вот из Египта относятся к тому, что ты уехал, тут живешь? Они до сих пор меня ждут и скажут, давай приезжай к нам. Типа, я 4 года здесь уже в Россию, ни разу не ездил в Египте. Вот. Даже летом? Вообще ни разу, вот я. Да, родителям не скучаешь, да? Да, Мин Аганем Египет. Ну, в Египет. Вообще. Ты можешь купить тур, кстати. Тур купить и поехать. Недорого получается. Мы сейчас, я платно учусь, а не бесплатно. Ага. Я каждый год 130 тысяч оплачиваем. Ага. Ну, это немало. Это мало для сравнения с других городах. Ну да, если другими учебными заведениями, конечно, это не так уж дорого, да. Да, но для меня это дорого. Дорого. Ага. И еще стало дороже, чем раньше, а сейчас, как вы знаете, доллар уже умер. Типа курс доллара уже умер. Для нас это очень плохо. А раньше доллар стоит типа 70, 75, типа для нас, когда родители отправляют, типа, чтобы оплачивать для учебы, было нормально. А сейчас... Ну, родители тебе помогают Да, с да. учебой. Ага. Да, конечно. Ну, значит, родители не против же, они же не отказались от тебя. Не. Я пока их сын. Пока их да. Пока, да. Пока, да. Слушай, я знаю, что ты уже вот 4-й год и уже очень много друзей завел уже, да? Ну, Да. это же говорит тоже же о многом. Да. И многие отзываются о тебе, я наводил справки про тебя. Говорят, Да, что да, такой да. позитивный, хороший молодой человек. Ну, Да, я агрессивных я заблокирую. Вот, все. У меня, конечно, есть слишком много агрессивных людей. Иногда есть такие люди, которые
очень плохо пишут, типа, или... Ну да, ну это Есть. всегда хватает. А что ну, делать-то, да? Ну, есть, которые, типа, национализм, или, Мгм. или Конечно, расизм. очень, да, жизнь полна таких вещей, которые, может быть, разные мнения, да. Кто-то думает так, кто-то думает по-другому, ну и что делать тогда? Да, я не вижу, что они плохие. Я никогда не читал их плохие люди. Мгм. Я, можно сказать, просто... они не привыкли увидеть иностранцев много, типа, с другими нациями, типа, общаться, разговаривать, узнать их менталитет, типа. Для них это очень, типа, странно. Они, не, они хотят общаться, они это хотят, но не умеют. Мгм. Теперь агрессивны стали. Ну, а что поделаешь так? Но они не плохие. Я не считаю, что здесь есть плохие люди. Везде. Везде есть плохие и хорошие. Так, ну, между тем наши... Да, я уже вижу. все как- нажарил, ну, Да, осталось. это получается как оладьи, да? Да, Как жаркое, как оладьи да, получается. когда в общаге готовлю, они так тоже мне скажут, что это похоже на наш. Да, на наши оладьи, да. Но чуть-чуть по-другому. Тоже с мукой и все прочее. Ну, как будто в оладьи что-то добавили. Мы. Не, пахнет очень хорошо. Да? Прям по-восточному. По-восточному? Слушай, а как ты относишься к якутской кухне? Попробовал что-нибудь уже? Ну, и вообще трудности есть с питанием здесь для тебя? Все-таки египетская еда. Да, конечно, здесь много продуктов не хватает. ну, Типа, да. египетские продукты нету здесь. Теперь я, типа, еще фрукты не свежие. Ну, а что делать? Тут не растет. Пока приедет, это уже недалеко. Даже ты 3 дня ехал. В Россию. А прикинь, фрукты привезти, там, где у вас растет, это же очень далеко. Вот, Да, да. да, тут же свежих фруктов тут не бывает. Редкая редкость, ага. Еще насчет питания. Мгм. Еще продукты, как вы знаете, что уже подорожали, не как раньше. Ну да, что у нас всё Вообще, дорожает для всегда. нас это плохо. Можно для тех, кто работает, это нормально. А я работаю только летом, а то я во время учебы вообще раньше не работал, а то у меня была проблема, конечно. А то если деньги Приберем. мои родители отправили, Мгм. то как-то не хватает, как раньше. Мгм. Ну, значит, надо больше работать. Да, надо больше. Без работы сейчас Тяжело. тяжело. Да. Ужасно. Надо больше работать. Ну что ж, друзья, эфирное время у нас не резиновое. Давайте пробовать, вооружимся. А давайте руками, да, чуть-чуть положи, Семен, пожалуйста, на тарелочки. Раз и будем пробовать. Да. Это можно с лаваш кушать, можно сэндвич делать. или- Мне одной достаточно. Спасибо. Как сэндвич, да? Ну что, приятного Пробуем. аппетита нам. Да. Можно с Что? либо лепешка, либо лаваш можно вот так. А, да? Вот. Не, а я просто руками вот так съем и все. А ты лаваш хочешь? Не, нормально Нет, все. нормально, да? Хрустящий, очень хороший аромат. М, Они, наверное, еще со стринкой. Необычно. Да. Как правильно называется еще раз? Карнабит. 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 Да. Карнабит. Карнабит, йоу. Как будто название какого-то музыки, да? Обычно же бывает такое. Брит. Бит. Реально вкусно, чем который я готовлю в общаге. Вкуснее получилось, да? Да. Ну, мастер, что готовил. Да. Ну что ж, Мухаммед, извини. Спасибо тебе большое, что ты был гостем сегодня нашей передачи. Да, мы потихоньку уже эфирное время у нас заканчиваем. И напоследок у нас тоже такая добрая традиция есть. Пожелание для телезрителей, пожалуйста, вот на первую камеру. Что бы ты Всем здорово. хотел? Красавчик. Надеюсь, у вас все чуге, да? Хотел сказать просто махтал для всех моими знакомых и для моих учителей и нашего университета из ФУФУ за поддержку.